Здравствуйте, в эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Благотворительность – одна из форм поддержки нуждающимся. В Абхазии, по данным на 2015 год, более 100 форм зарегистрированных благотворительных организаций. Одной из них, Киарас, 30 апреля исполняется 2 года. Кто может рассчитывать на помощь благотворительных организаций, какие законы регулируют эту деятельность и, в общем, каков результат работы благотворительных организаций, мы поговорим сегодня с исполнительным директором благотворительной общественной организации Киарас Камой Гопи. Кама, здравствуйте, я рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, Нала. Спасибо, что вы вновь предоставили нам возможность рассказать о себе, о своей деятельности. На днях вашей организации исполняется 2 года. Срок может быть и небольшой, но за это время вас уже успели узнать многие, можно сказать, даже большая часть населения Абхазии. Помню, как создавалась эта организация, начиналось все со странички в Фейсбуке. Можете ли вы вот сегодня сказать о том, что прочно заняли свою нишу? Да, нам официально исполняется 2 года, но на самом деле я хочу сказать о том, что Киарас возник не со сбора помощи на Фейсбуке. Наши соучредители сами давно, около 4 лет, 2 лет занимаются благотворительностью, и просто судьба столкнула нас всех, единомышленников. Мы пришли к очень важному решению создать благотворительную организацию. И вот с тех пор прошло 2 года, и может быть, будет смело с нашей стороны так заявлять, но я считаю, что мы прочно стоим на этой земле, что мы смогли оказать существенную помощь многим семьям на самом деле. Мы заручились и доверием, и поддержкой, в том числе от многих наших друзей. Нас уважают, нам доверяют, и мне кажется, это очень важно. Я сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет о вашей организации, и потом мы продолжим нашу беседу. С удовольствием. В Абхазии, по данным общественной благотворительной организации Киарас, сотни многодетных семей живут за гранью бедности. Причины разные – болезнь, смерть родителей, чрезвычайные ситуации и другие проблемы. Благотворительная организация Киарас создана в апреле 2015 года для оказания помощи социально незащищенным гражданам Абхазии. Приоритетом в работе является поддержка малообеспеченных многодетных семей, ветеранов Отечественной войны, народа Абхазии и сельских жителей. Основными направлениями деятельности Киарас являются мониторинг, привлечение средств, оказание помощи. В течение 2 лет были реализованы следующие целевые программы: улучшение жилищных условий, помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости, правовое консультирование, стимулирование к труду и самообеспечению, доступное образование и медицинская помощь, организация досуга детей и молодежи. Киарас провел в 2016 году несколько акций, например, «Возрождение села», «Давайте улыбаться», «Эстафета. Один счастливый день», «День защиты детей», «Вечер сказки», «Здравствуй, дельфин», «Счастливое 1 сентября» и другие. Кроме того, в базе данных Киарас около 60 семей ветеранов Отечественной войны, народа Абхазии, нуждающихся в поддержке. Улучшение жилищных условий для семей, состоящих на учете организации, является одним из основных направлений деятельности организации. В общем-то, тут коротко о вашей деятельности. На самом деле объем работ намного превосходит то, что мы сейчас в репортаже увидели. Какие приоритетные направления вашей деятельности? Как вы уже сказали в репортаже, это мониторинг, привлечение средств и, собственно, оказание помощи. Немножечко объясню, для чего нам нужен этот мониторинг. Мы изначально планировали создать базу данных нуждающихся семей в той или иной степени. Мы успешно провели мониторинг по Ачимчирскому району. Сейчас у нас больше точечные выезды, потому что рутинная работа занимает очень много времени, и некоторые семьи, как мы говорим, по 2 года нас ждут. Этот мониторинг необходим для нас самих, так как у нас адресная помощь. Мы должны знать, кому мы помогаем, чем мы им помогаем и действительно ли им это нужно. Что касается привлечения средств, то мы объявляем сборы средств, мы пишем письма в предприятия, в банки, просто среди друзей иногда даже можем собирать какие-то средства и, собственно, оказание помощи. Все, что нам принесли люди, все, что нам пожертвовали, мы направляем на оказание той или иной помощи.
Вы говорите о мониторинге. В итоге сколько семей сейчас вот на учете находятся в вашей организации? С каждым днем количество семей увеличивается. Что касается первичных анкет, это то есть мы каждый день почти принимаем по 2-3 минимум заявления. Далее мы должны выезжать и инспектировать эти семьи. Сейчас могу смело сказать, более 300 семей у нас состоит на учете, но эти все семьи в разной степени нуждаются. Вот я хотела как раз спросить, нуждающийся — это такое понятие относительное. Кому-то нужно помочь здесь и сейчас, и даже ежемесячно. Кому-то можно в каких-то масштабных акциях, да, вот охватить эти семьи, или же 1-2 раза дать им толчок, а далее они уже сами могут помогать себе. Ну вот, когда речь идет о сборе средств вот через телефон и так далее, вот о каких суммах идет речь и на что эти средства направляются? В самом начале, когда компания Аквафон, наш официальный партнер, и сотовый оператор Mobile предоставили нам платформу для сбора средств, мобильный фандрайзинг, то есть это когда человек может послать смс-ку, и они перечисляются нам на счет. Вначале мы эти средства направляли на строительство домов. У нас каждый год строительство какого-то одного дома для семьи, но за счет смс-ок невозможно построить дом, поэтому с 2017 года мы решили направить эти средства на наш другой проект «Вода», в рамках которого мы делаем капитальный ремонт ванной комнаты, проводим воду домой, покупаем все необходимые стройматериалы, чтобы в семье была полноценная ванная комната с горячей, с холодной водой. Но все равно, конечно же, именно СМС средств не хватает. Это сумма в 5-6 тысяч рублей в месяц. Это очень маленькая. Это очень маленькая, когда на ремонт ванной комнаты уходит почти 100 тысяч. Одной семье мы уже завершили ремонт ванной комнаты, сейчас приступили к ремонту ванной комнаты в другой семье, многодетная семья, которая живет в селе Пакуащ. Ну вот мы буквально неделю назад закупили стройматериалы, первые необходимые, и работники уже делают свое дело. Вот вы говорите, что через СМС очень трудно собрать деньги, но некоторые фонды большие суммы собирают. Вот как можно это объяснить? Так как мы не можем объявлять, озвучивать фамилии семей, да, и показывать... Рассказывать о ситуации. Да, показывать фотографии, да, ну, мы как-то вот пытаемся не показывать на всеобщее обозрение, конечно же, это сложно. Семьи против, да? Ну, бывает часто на самом деле против, потому что они стесняются. А для нас это большая сложность, потому что непонятно, для кого общество не готово собирать средства. Дело не в том, что нам не доверяют, а дело в том, что человек так устроен, ему нужно видеть конкретно, куда он помогает, кому он помогает. Ну, вообще, о вопросе недоверия к благотворительным организациям я хочу отдельно поговорить, а сейчас хотела бы вот коснуться правовых моментов. Деятельность благотворительных организаций у нас в стране регулирует закон, который был принят в 1992 году. Мы пообщались с юристом Зариной Габеевой, поинтересовались у нее, насколько этот закон соответствует времени. Давайте послушаем, что она сказала по этому поводу. Он все равно, несмотря на то, что он был принят в 1992 году, он содержит очень базовые нормы и нормы, которые создают благоприятную обстановку для создания и действия благотворительных организаций. Что это? Это полное освобождение от всех видов налогов для действующей благотворительной организации. Также существует норма, которая, насколько я знаю, она не получила той должной реализации, которую хотелось бы, чтобы эта норма была, как бы хотелось, чтобы эта норма была реализована. Это тот факт, что местные органы власти, они вправе устанавливать дополнительные льготы для благотворительных организаций. Соответственно, в том районе, в котором они действуют, то есть своими решениями, они могут устанавливать дополнительные льготы. Но, насколько я знаю, эта норма не задействована. Видеть хотелось бы в законе
налоговые преференции для юридических и физических лиц, которые участвуют в благотворительной деятельности. Сегодня действующий закон освобождает от налогов то имущество и материальные активы, которые передаются лицами благотворительным организациям. Но это никак не сказывается на их деятельности. То есть, если сегодня законодатель пойдет на такой ответственный и важный, на мой взгляд, шаг, как освобождение, либо понижение каких-либо налогов, введение каких-либо налоговых льгот, то это очень поможет Сегодня наши благотворительные организации, многие благотворительные организации занимаются действительно очень необходимыми нам проектами, которые государство не может сегодня взять на себя. И поэтому это бы способствовало, конечно, развитию этих целей. В общем-то, отсутствие преференций для отдельных благотворителей и меценатов как сказывается на вашей работе? Как говорят некоторые наши друзья, тот человек, который хочет помочь, он поможет без какой-либо выгоды для себя. Но на самом деле всегда приятно, когда человек поощрен за то, что он сделал. А тем более, если говорить о каких-то крупных предприятиях, о юридических лицах, которые участвуют в благотворительности в Абхазии, они перечисляют средства не только в организацию Киарас, но также и в известный всем культурно-благотворительный фонд Ашана. Причем речь идет о, в принципе, не маленьких суммах в год. Но да, насколько мы знаем, все-таки никаких льгот, никаких послаблений в их адрес абсолютно нет. Ежемесячно, например, наш партнер премиум выплачивает 10 тысяч. Также с 2017 года аптека «Эликсир» выплачивает по 15 тысяч рублей. Но это просто их такой жест доброй воли, не сказывается абсолютно на их деятельности, им не снижают налоги. И, конечно же, я думаю, что какие-то дополнительные барьеры все-таки существуют для других организаций. Не каждый готов просто так за доброе спасибо пожертвовать частью своей прибыли. Но если бы такие преференции были бы, как вы думаете, было бы больше благотворителей? Я в этом уверена. И более того, на самом деле мы придумали свою форму поощрения благотворителей. Благодаря Министерству внутренних дел Республики Абхазия они передали нам красивые автомобильные номера, и мы имеем возможность поощрить тех людей, которые оказывают нам пожертвования. То есть за определенную сумму пожертвования мы можем подарить какой-то определенный красивый номер. На самом деле это очень помогает. И, собственно, только за эти средства мы сейчас можем вести свою деятельность. По данным на 2015 год я сказала, что зарегистрировано более 100 форм благотворительных организаций. А вообще, знают ли жители нашей столицы о деятельности этих организаций и сами участвуют ли в благотворительных акциях? Мы выяснили в нашем опросе, давайте посмотрим. Я работаю в организации, у нас стоят такие тоже копилочки благотворительные, люди приходят, кладут денежку. Все по-своему думают, но я думаю, что это обязательно нужная вещь в Абхазии. Никто не застрахован от того, что там ребенок поранится или денег нету. По сути, не лучше дарить деньги, лучше купить что-нибудь, что им нужно. Вы лично в каких акциях благотворительных участвовали? Чем можем, тем и помогаем. Если мы сами не поможем, то кто поможет? А вы слышали о деятельности благотворительных? Слышали и видели объявления, да. Может быть, таким немощным домой бы приносили. Хотя бы пенсию, чтобы они в этих очередях не стояли. Как в советское время. Какое бы государство, на мой взгляд, какое бы государство не было богатым, оно не сможет оказать нужную помощь заболевшему ребенку, если очень большая сумма нужна. А вместе напела пса уюдадзот, говорят абхазцы. То есть вместе получается результат. И я когда денежка есть, лишний раз, конечно, пошлю. А вместе собирается сумма. Даже такая страна, как Россия, достаточно большая, и достаточно там много богатых людей, и то там сколько благотворительных организаций, как они им помогают. Но еще хочу сказать, что население наше еще
не привыкла к такой помощи, помогать. Вот не все понимают, что такое благотворительность. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы еще активнее. У нас есть тоже достаточно богатые люди, которые могут очень помочь нашим детям, больным и так далее. То есть хотелось бы, чтобы они еще более активно участвовали в этом деле. Взаимопомощь всегда в абхазском обществе она присутствовала, но такой способ поддержки нуждающимся, как благотворительность, вот так через фонды, это нечто, можно сказать, новое. Но, как мы видим, постепенно люди к этому привыкают. Около 100 форумов, опять я возвращаюсь к этим цифрам, не многовато ли вот для нашей страны, потому что на слуху всего несколько организаций, которые вот реально работой занимаются. Да. Откуда такие организации, чем они занимаются, почему об этом никто не знает? Честно говоря, я сама удивилась, когда услышала такую цифру. Можно по пальцам посчитать, назвать те организации благотворительные, которые действительно на виду и на слуху у людей. А такая цифра для меня открытие сегодня. Еще, в общем-то, распространено мнение о том, что вот фонды создаются ради коммерции. Этот вопрос недоверия, думаю, актуален не только вот в нашей стране, но и во многих странах, где есть благотворительные организации. Вот с этой проблемой вы сталкиваетесь? Вот этот барьер как преодолеваете? Мы с этой проблемой, естественно, сталкиваемся, потому что у людей, в том числе и кому мы помогаем, и те, кто к нам приходят, через нас помогать, да, они привыкли, что, может быть, где-то видели или слышали, что вот благотворительные фонды воруют там или что-то еще, да, какими-то нечистыми делами занимаются. Но мы эти стереотипы успешно ломаем, потому что все видят, как мы работаем, и, по крайней мере, я надеюсь, что со стороны общества к нам есть доверие. Я, кстати, еще вот хочу дополнить, я знаю, что вы сейчас занимаетесь разработкой сайта, на котором как раз вы будете выкладывать всю информацию о вашей деятельности. Мы стараемся вот по проведенной акции рассказать, кому помогли, сколько денег потратили на это, сколько семей получило помощь и какую помощь. Люди должны понимать, что не всегда Киарас помогает собственными средствами. Что я имею в виду? Мы иногда инициируем акции, в рамках которых просто люди нам что-то приносят, и мы передаем. Не всегда здесь присутствуют деньги, поэтому, в принципе, если мы не говорим, что потрачена такая-то, такая-то сумма, это значит, мы просто ее не тратили. Мы просто получили от кого-то помощь и, собственно, передали ее каким-то людям. В общем-то, все фонды являются посредниками, потому что фонды не зарабатывают. Да. Но вот эта возможность организовать акции, какие-то привлечь деньги, это вот обязанность как раз фондов. И, честно говоря, когда все... я исполнительный директор фонда, и многие благодарят меня, говорят: спасибо, Кама, там, ты молодец. На самом деле мне очень неловко, потому что я действительно всего лишь проводник, человек, через которого идет помощь. Все эти благодарности должны идти к тем, кто пришел и помог, тем, кто дал. Но мы стараемся как-то передавать слова благодарности. Надеюсь, все понимают, что вот какую роль в этом мы играем. А сами вот благотворительные организации вот получают сертификат, да? Как проходят ли проверки вот эти организации, какие данные вот как-то позволяют выяснить, вот реально занимаются они благотворительностью или нет? Вот как этот процесс у вас проходит? Организация получает сертификат после 2 лет финансовой деятельности. Вот мы в феврале этого месяца получили этот сертификат. Нас проверяет налоговая, нас проверяют наши попечители. Во-первых, есть совет учредителей, который непосредственно и меня проверяет, мою деятельность. Нас проверяют люди, любой желающий, который к нам сделал пожертвование, может прийти и спросить: куда вы направили мои деньги, покажите, или же пойдемте вместе посмотрим, как это все, в общем, как этот процесс весь проходил. Поэтому нас проверяют, и мы тоже стараемся все вовремя сдавать, поэтому... А сертификат сам легко получить? Чтобы получить сертификат, мы сдали необходимые документы. Документ об уставной деятельности, то есть что мы сделали за 2 года существования, да, какие акции, мероприятия были проведены. Мы дали акт проверки с налоговой о том, что нас проверили, мы все выплачивали как нужно в срок. Кстати, очень много разговоров о том, что вот почему я не имею права получить помощь от благотворительной организации. Вот эти вот все как бы хотят принять участие в этих
благотворительных акциях, Да. но есть какой-то свой порядок у вас, я знаю. Ну вот кто в первую очередь имеет право получить помощь от Да, благотворителей? к сожалению, благотворительные организации все абсолютно получают свою долю негатива, несмотря на то, что они пытаются делать доброе дело, и мы с этим сталкиваемся чуть ли не каждый день, но выдерживаем. В первую очередь мы помогаем многодетным семьям, которые проживают в селах, и семьям ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Мы вначале не помогали просто матерям-одиночкам, мы не помогали пенсионерам, но бывают такие случаи, вопиющие случаи, когда ты не можешь закрыть глаза и сказать: извините, вы не подходите под наши категории, мы таким семьям не помогаем. И когда ты идешь на такой шаг, да, на исключение какое-то из своих правил, конечно, это чревато последствиями, потому что приходят другие и начинаются разговоры: вот вы той помогли, значит, и мне должны помочь. Ну, не знаю, это очень сложный вопрос, на самом деле, вопрос даже номер один, никак, невозможно. Барьера нет пока. Невозможно придумать этот барьер, чтобы никого не обидеть. Подытожив наш разговор, благотворительность как форма поддержки социально незащищенных граждан существует во многих странах, но вот опыт наших благотворительных организаций, если оценивать, как вы думаете, насколько эффективна их работа в нашей республике? Мы следим за деятельностью двух крупных благотворительных организаций, это фонда ПСН и культурно-благотворительный фонд Ашан, если не говорить о нас. Да? Вы сотрудничаете с ними? Мы сотрудничаем, каждая организация занимается своим направлением, и в своем направлении весьма успешно. Фонд ПСН помогает репатриантам, многодетным семьям, бытовой техникой, новорожденным, выдают пакеты. Культурно-благотворительный фонд лечит детей, да, находит средства на лечение. Наша организация помогает тем семьям, которым сложно в жизни пришлось. То есть каждый занял свою нишу и может решить какую-то социальную проблему. Неправильно думать, что мы конкурируем между собой. Это не та ниша, где нужно конкурировать. Мы, кстати, общались на тему того, чтобы какие-то совместные акции организовать, может быть, какую-то ассоциацию создать. Да, об объединении, кстати, не думали. Мы думали об этом. В скором времени, возможно, что-то и получится. Благотворительных фондов должно быть много. Да, но эффективно, вы считаете, что эффективно Я думаю, что это будет эффективно. То есть Киарас будет заниматься только многодетными семьями, другая организация будет заниматься только пенсионерами, еще какая-то организация будет заниматься только лечением, только живот. То есть каждый займется своим делом, и так мы можем решить серьезную проблему в обществе, я считаю. Но сейчас организации, которые есть, они с этой задачей пока справляются с проблемами? Я считаю, что да. Я бы хотела, может быть, обратиться к тем людям, которые нам помогают, неверно думать о том, что ты не можешь помочь человеку. Каждый, если сделает какой-то определенный вклад в работу благотворительных фондов, мы сможем делать невероятные вещи, грандиозные вещи. Мы можем построить дом не одной семье в год, а мы можем построить дом 10 семьям в год, если каждый со своей стороны будет вносить небольшое для него пожертвование. Также я хотела бы, если можно, обратиться к тем людям, которым мы помогаем. Бывают такие случаи, когда нас могут в чем-то обвинить, поругать, сказать, что мы неправильно что-то делаем, но пока я со своей стороны еще ни одному человеку просто так, по крайней мере, не нагрубила и не сказала: мы не занимаемся вашими проблемами, можете к нам не обращаться. Мы пытаемся бороться до конца за человека, который к нам пришел. И очень важно, чтобы они это понимали, чтобы они уважали и ценили наш труд. Те вещи, порошки или что-то, что мы раздаем, у нас в офис на 3-м этаже, я не то чтобы жалуюсь, но я хочу, чтобы люди знали, как тяжело нам это все делать. Это все мы сами поднимаем на 3-й этаж. 2 девочки и 1 мальчик. Вы когда начинали, создавали организацию, наверняка и работали без зарплаты, были трудности, но все это преодолели. Откуда такая
такая, можно сказать, жажда вот, делать добро, вот, потому что не каждый смог бы, мне кажется, этой работой заниматься. Ну да, многие говорят, ты столько всего видишь, ты столько всего терпишь. Ну, наверное, это просто... Я даже не ответила сама для себя на этот вопрос, поэтому мне сложно сказать. Но я не могу по-другому. У меня всегда по жизни был девиз «Кто, если не я?». И вот «Кто, если не я?», 300 семей, наша организация пытается как-то спасти, вытянуть, помочь. Кама, спасибо большое. И вот вашим девизом «Кто, если не я?», хочу закончить нашу программу. Я надеюсь, что наши телезрители поступят точно так же и тоже свою лепту внесут в это хорошее дело. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях была исполнительный директор благотворительной общественной организации «Киарас» Кама Гопи. А я прощаюсь с вами до следующей недели.